Работы по расчистке Сухумского вокзала и прилегающей к нему территории продолжаются уже больше 2 месяцев. Правую часть здания вокзала уже очистили от растительности, плесени и грибка. Оконные проемы подготовили к монтажу фальш-окон в 3D-формате с имитацией старых проемов. Центральную часть здания также отмыли, приступили к покраске железных обрамлений, чуть позже их остеклят. Сейчас идут работы по укладке брусчатки в лицевой части вокзала. Протяженность порядка 1000-1500 квадратов брусчатки и порядка 400 погонных метров балясин при вокзальной территории. Уложено на сегодняшний день 200 квадратов брусчатки и порядка 180 погонных метров поребрика. Параллельно проведены работы по монтажу фальш-обрамления здания Дома культуры АЖД. Оконные проемы закрыли с имитацией старых окон. Планируется также закрыть бывшее здание управления АЖД. Кроме того, реставрационные работы проводят и на столичных эстакадах. Их отмывают, красят, приводят в надлежащий вид. Капитал аздера зыкам зазерге яхто яхауд да яаво избод да чим шерето ахшсах хсах бетагла зашахму убри хачуб уску яха елешенге исот яхка брах вижбаз вокзала чома грузовод хачума брах эстакада курча арызки расширей чуб насге يحب قدوته الوكزال خيط خبرة حبسخت عاد قلرتا أبعت حيخشتو وبراجع أبيت كوبسنا على شنا زجيش أختوي بشي حال شلا وبعد حرتشوف أبت туристический поезд بخيب جكو يارنيق وجيز كي بجالر نجيق وجيو حزد شاب جديد يارنيق وجيو وبرت يعتقله за шаг, аларато Чтобы здание вокзала и прилегающая к нему территория приняли более эстетичный вид, вокруг будут высажены зеленые насаждения. А работы по укладке брусчатки должны завершиться к концу текущего месяца. Единственная какая проблема у нас с доставкой материала, именно брусчатки. Завод такой объем в силу загруженности не успевает произвести, но постараемся успеть в срок. Все работы по расчистке Сухумского железнодорожного вокзала выполняются за счет средств АЖД. Их планируют завершить до празднования Дня Победы и независимости Абхазии. Пользуясь случаем, главный инженер АЖД Леонид Куруа поздравил своих коллег с Днем железнодорожника, который отмечают ежегодно в первое воскресенье августа. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.